Грозный. Зима плавится в грязь, но холод не отпускает. Поселением идут карательные отряды, жгут дома, хватают стариков и детей. Ищут Алибека Хаджи Алдамова, имама восстания 1877 года. Голос, который поднял десятки аулов против империи. И тогда он делает то, на что способны только те, чья честь выше собственной жизни. 27 ноября 1877 года Алибек сам приходит к русским добровольно, не сломленный, не пойманный, приходит, чтобы остановить кровь своего народа, чтобы аулы Ичкерии не горели из-за его имени. Его заковывают в цепи, бросают в темный каземат и отправляют в Грозный. Он идет насмерть осознанно ради своего народа. 6 марта 1878 года состоялся военный полевой суд. Перед ним 17 руководителей восстания, раненые, худые, но с прямыми спинами, люди, которые знали, на что идут и что их ждет. Судья смотрит на Алибека, как на обреченного. Ты молодой, умный, уважаемый хаджи. Как ты думал воевать против могучего русского царя? Алибек делает маленькую паузу, а после твердо отвечает: какое мне дело до вашего русского царя или султана? Я видел, как страдает мой бедный народ, и хотел его освободить. Ни одной попытки оправдаться, ни одного слова о пощаде, только правда, горькая и прямая, как горская сталь. После оглашения приговора смерть через повешение началось самое подлое. Офицеры обходят приговоренных одного за другим и просят: напишите прощение, ходатайство царю, попросите помилования, и вам сохранять жизнь. Тюрьма вместо смерти. Алибек ответил за всех: мы не будем просить прощения за то, что хотели свободу нашему народу. Жизнь, купленная унижением, это не жизнь. И это был момент, когда даже солдаты не выдерживали взглядов осужденных, потому что на них смотрели не рабы, а свободные люди, которых даже смерть не смогла согнуть спину.